Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. Если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Так, в 2018 году по решению главы Якутии Айсена Николаева диспансер был временно перемещен в здание Якутской городской клинической больницы. И с того момента борьба с онкологическими заболеваниями в регионе набрала новые обороты. Раньше в этом здании располагалась и поликлиника, и стационарное отделение, лаборатории, функциональная диагностика. Проходили лечение где-то около 3 тысячи пациентов в год. Сегодня в здании на Стадухина 81, корпус 1, за прошлый год лечение прошли 7,5 тысяч пациентов. Во второй половине текущего года свою работу начнет первый в республике онкологический центр. Онкодиспансер будет в 2 корпусах. В первой очереди будет базироваться радиотерапевтическое отделение, где пациенты будут получать лучевую терапию. Также в здании останется часть диагностической службы. Что касается онкоцентра, в нем будут работать поликлиника, стационарно 210 коек, диагностическая, лабораторная и инженерная службы. Новое медицинское учреждение возводится по национальному проекту здравоохранения. В свое время проект разделили на 2 пусковых комплекса. Дело в том, что для оборудования лучевой терапии самое сложное в строительстве – это строительство каньонов для радиационной безопасности. И строительство новых каньонов, нового корпуса предполагает больше средств и финансовых вложений, и временных, И в свое время было принято такое решение, чтобы разделить его на 2 очереди и сохранить этот корпус, потому что здесь имеются готовые каньоны. Современный медицинский комплекс подразумевает работу с применением высокотехнологичного оборудования. И вопреки всем санкциям, медицинское оборудование для центра будет поставлено в срок и в полной комплектации. По диагностическому оборудованию в онкоцентре будет, как уже сказали, установлен ангиограф экспертного класса. Такой ангиограф будет единственным практически на Дальнем Востоке. При помощи этого ангиографа будут выполняться такие очень точные малоинвазивные операции. Может, наверное, многие наслышаны. Это такие операции, как химиоэмболизация при раке печени, при раке почек, при раке женской половой сферы. После строительства кардиососудистого центра онкологический диспансер станет вторым крупным объектом здравоохранения, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.